В преддверии саммита ШОС в Екатеринбурге политологи обсудили вопросы, которые будут стоять там на повестке дня. Всплыла инициатива почти трехлетней давности о создании особого энергетического клуба в рамках Шанхайской организации сотрудничества, который может стать альтернативой ОПЕК. Доводы за и против такого объединения в интервью с политологом из Узбекистана Владимиром Парамоновым. Идея создания энергетического клуба была выдвинута еще в то время президентом России Владимиром Путиным, и она была широко обсуждаема и поддержана, в том числе в Узбекистане. Но в то же время не получила, так скажем, своего развития. Но очевидно, что в основе этой идеи лежала необходимость более тесного взаимодействия топливно-энергетических комплексов стран-членов ШОС. Безусловно, что локомотивом здесь было нефтегазовое направление и взаимодействие стран-экспортеров, стран-импортеров, имеется в виду Россия, страны Центральной Азии, производители углеводородов, и Китай как потребитель, Китай, и Таджикистан, и Кыргызстан как потребители. Но, к сожалению, в последние годы мы видим в ШОС, что реального наполнения этой идеи не получило, к сожалению. То есть создаются молодежные организации, какие-то непонятные другие структуры, но именно энергетическое направление, к сожалению, можно характеризовать авось и поныне там. Все на уровне идей. Но, безусловно, надо попытаться сначала решить в более узком, я бы сказал, постсоветском формате. Но если это направление не идет и не развивается, то надо искать какие-то пути выхода. Надо искать дополнительные идеи, в том числе за счет привлечения переговорного потенциала, я бы сказал, Китая, других стран. То есть ничего исключать нельзя, потому что, на мой взгляд, нет нерешаемых проблем. И во многом водно-энергетическая проблема, она носит искусственный характер. Слишком много пропаганды, слишком много шума вокруг этого. В то время, когда страны даже на двустороннем уровне могут спокойно сесть и договариваться по каким-то ключевым вопросам. Если же этого не получается, давайте выходить на многосторонний формат.